Самарская область – сердце России. В мире и согласии здесь живут свыше 100 больших и малых народностей. В многонациональной Сызрани второе место по численности населения занимают татары, передавая из поколения в поколение традиции добрососедства, мира и согласия. Работать во благо сохранения национально-культурных традиций и родного языка – главная цель национально-культурной автономии татар в Сызрани. Эта общественная организация была основана в 2007 году. Ее возглавляет Шарафудинов Ринат Ирфанович. Мы проводим здесь и концерты, и дискуссии, и встречи, мастер-классы, курсы изучения татарского языка. Возможно, в ближайшее время откроем детский садик еще. Наша деятельность продолжается благодаря поддержке администрации города Сызрани. За это мы благодарны, и 18-тысячное население татар благодарит за это. Как раз это показывает то, что есть единение и понимание с администрацией и с другими народами. Мы здесь проводим и намереваемся в дальнейшем проводить дискуссии с другими национально-культурными автономиями. В данном случае и с Мордвой, с Чувашей, вот у нас договоренности есть, евреи, вот, еврейская община, тоже будем проводить совместные мероприятия, дискуссии по воспитанию молодежи. Тем более в наше время, сейчас такое нестабильное время, это, я думаю, будет как раз важно для всего государства нашего. В марте 2017 года свершилось долгожданное событие. У татарской автономии появился свой культурный центр. Теперь здесь собираются люди разных поколений, проводят праздники, концерты, выставки, проходят обучение татарскому языку. Нужно отметить, что у истоков объединения татар и развития татарской культуры в Сызрани стоял Галиулла Габдрашитов, руководитель татарского культурного центра «Тугантел». И сегодня возрождению родного языка и национальной культуры в автономии уделяют особое внимание. Татарский язык нежный, красивый, мелодичный, а самый главный – родной. И тугантел, и матуртел, эткем энкемнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем, син тугантел аркылы. Яркое украшение многих национальных праздников – татарский ансамбль «Чешме», что в переводе означает «родник». Под руководством Рустама Тухтарова вокальный коллектив ведет большую работу по сохранению языка и музыкальных традиций. Национальные песни в исполнении ансамбля можно услышать как на городских мероприятиях, так и за пределами Самарской области. А совсем недавно в татарской автономии появилось еще одно творческое объединение, средний возраст участниц которого за 60. И это народный ансамбль татарской песни «Сызран и Беляре» – «Сызранские бабушки». На протяжении многих лет у нас создавались много коллективов, ансамблей. В данный момент в нашей автономии только-только образовался ансамбль «Сызранские бабушки», «Сызран и Беляре». Это позволило объединить ветеранов в автономии, за одним столом, чтобы они могли передать юному поколению традиции наши, любовь свою, знания свои передать юному поколению, молодым. И в проекте у нас запланировано создание детского ансамбля, чтобы мы могли участвовать на фестивалях, ездить по другим городам и, конечно же, выступать везде вот, в больших таких мероприятиях, праздничных мероприятиях городского уровня. Творческие мероприятия, литературные встречи, мастер-классы по национальной росписи и многое другое. Двери Центра татарской культуры открыты для всех желающих познакомиться и узнать традиции татарского народа. Полезными для города делами совместно с автономией занимается и молодежное движение «Салям», которое, например, шествует над сквером на Образцовской площадке. Такими благотворительными акциями, полезными для благоустройства города, автономия вносит вклад в общественную и культурную жизнь Сызрани. Ярким и значимым мероприятием по сохранению татарской культуры в Сызрани вот уже четверть века является Сабантуй. Национальный праздник горячо любим не только татарским народом, но и всеми горожанами. С каждым годом Сабантуй собирает на своих площадках все больше гостей и участников. В 2017 году его посетили около 5000 человек самого разного возраста. На Сызранский Сабантуй традиционно приезжают гости из Ржановского района Республики Татарстан, а также других городов и районов Самарской и Ульяновской областей. Ярко, колоритно, музыкально и, конечно, спортивно. Насыщенная программа праздника не обходится без традиционных состязаний.
Демонстрируя силу и ловкость, молодые люди определяют сильнейшего в национальной борьбе на поясах кюреш, армрестлинге, поднятии гири, перетягивании каната и других спортивных состязаниях. Ну и какой же праздник без угощений? Вкусные сладости, традиционный чак-чак, плов, шашлык и ароматный чай. Вниманию всех гостей колоритная выставка и ярмарка продажи изделий национального промысла. И, конечно, праздничная концертная программа с национальными песнями и танцами. По-настоящему общегородской праздник Сабантуй дарит участникам и гостям множество новых знакомств и ярких впечатлений, подтверждая, что татарская автономия – это неотъемлемая часть многонациональной культуры Сызрани.